нашего рассказа посвятил всю свою жизнь археологии. Он организовал крупнейшую в Советском Союзе экспедицию. Вместе со своими коллегами исследовал памятники на Северном Кавказе, в Закавказье. Участвовал в зарубежных экспедициях в Болгарии, Турции, Алжире. Но значительные работы он проводил в Абхазии. Он и есть главный хранитель памятников старины Абхазии. Как была создана охрана культурного наследия? У нас в Абхазии в конце 80-х годов своего государственного органа по охране наследия не существовало. Памятники охранялись из кабинетов, которые находились к востоку от Абхазии, в Тбилиси. Между тем, участились случаи разрушения памятников. В частности, повредили во время реставрации храм. Там, может быть, не так качественно была проведена реставрация. Поэтому руководители Абхазии обратились тогда к нам, в Институт археологии, в частности ко мне, с предложением приехать в Абхазию и создать свой республиканский государственный орган по охране наследия. Таким образом, я сменил место постоянного жительства и уехал из Москвы, приехал к себе на родную землю. В охране культурного наследия разные типологии, памятников, общее количество их по всей Абхазии. На самом деле памятники разнообразны и существует их типология. Есть археологические памятники, есть древние архитектурные сооружения, есть объекты гражданской архитектуры, есть исторические, есть этнографические памятники. Но всего у нас в списке сейчас значится 1000 объектов. Но вместе с тем мы уже заранее знаем, что еще столько же не зафиксировано объектов. Особенно у нас отставание по фиксации объектов наследия в высокогорной зоне. На ваш взгляд, какие самые важные объекты, характерные для Абхазии? Существовали в службе по охране наследия существовали различные различной степени важности объекты наследия. Но, как выяснилось, маленький объект может через какое-то время оказаться самым важным, когда будут проведены научные исследования. Поэтому у нас не существует градация на первой степени важности, второй степени. Все памятники важные. Но есть объекты, где нужно сосредоточить главное внимание. Это в связи с их либо состоянием, если они аварийны, то в первую очередь им должны уделяться. Кроме того, есть и объекты первостепенной важности, связанные с какими-то сегодняшними событиями. Например, у нас в области археологии, скажем, Сухумская крепость. Сейчас мы должны проводить здесь интенсивные археологические исследования, чтобы вскрыть древнюю архитектуру и на базе Сухумской крепости создать музей под открытым небом. Это очень важно еще и потому, что Сухуму исполнилось уже 2500 лет. И, общественность, ждет, когда будет, отмечена эта дата, юбилей. Состояние этих памятников, они у нас древние. Большинство, 90% памятников древние и древнейшие. Больше 50, скорее всего, около 70% всего списка памятников составляют археологические памятники. То есть это и палеолит, и неолит, и античные, памятники античных государств, и, памятники средневековья. Как обстоят дела с памятниками гражданской архитектуры? К сожалению, очень плохо. Памятник гражданской архитектуры – это здание, строение с оригинальной, оригинальной архитектурой,
которые сохранились, чудом сохранились у нас в Абхазии. Больше всего их на территории города Сухум. Это вот постройки конца 19-го, начала 20 века. Но у нас пронеслась война, и, к сожалению, вот Сухум подвергся наибольшему разрушению. Вот, поэтому, значит, в этой войне пострадало очень много, около 30 памятников гражданских погибло, и еще несколько десятков разрушены в различной степени во время войны. И вот сейчас вопрос стоит очень серьезный о спасении этих памятников. Если мы не примем меры по их восстановлению, то через несколько лет они могут погибнуть. Эти сооружения придуманы человеком и возведены так, что пережили своих авторов на сотни лет. Архитектура Абхазии прошла длительный путь развития. Это были периоды расцвета и эпохи упадка. Выдающиеся архитектурные памятники дошли до нас из глубокой старины. Древнейшими из них могут считаться дольмены. Древние зодчие строили храмы, крепости, дворцы, городища, замки. При раскопках археологи находят следы древних поселений и больших городов. Побережья, горные ущелья, альпийские луга то активно, то постепенно наполнялись новым содержанием, местной архитектурой. Мы всюду сталкиваемся с живописными руинами, оставленными нам в наследство многими столетиями труда человеческого. И сегодня еще невозможно охватить все многообразие и своеобразие архитектурных памятников Абхазии, ибо каждый холм, как писал один абхазский археолог, каждое ущелье Абхазии хранит в себе столько загадок, что постигнуть их удается лишь кропотливым трудом исследователей, который может затянуться на многие десятилетия. Огромное количество памятников для такой маленькой, скажем, республики. Есть у вас вот в охране культурного наследия специалисты для реставрации по всем направлениям? Работа государственного органа по охране наследия многообразна и разнообразна. И, конечно, здесь требуется для реальной, значит, осуществления главных задач этой службы специалисты совершенно разных специальностей. Но главное, в первую очередь, конечно, это историки, знающие историю этого края, знающие историю народа, населявшего эту страну. Необходимы археологи, потому что главным образом большая часть памятников – это археологические памятники. Но нужны архитекторы. Не простые архитекторы, а архитекторы-реставраторы. У нас в Абхазии имеются 2 дипломированных специалиста по реставрации, но они художники реставрации. А у нас нам необходимо реставраторы с архитектурным образованием, знающие строительное дело. Вот, к сожалению, таких специалистов у нас нет. Но те, которые работают в нашем управлении, их около сейчас 16 человек, вместе с охранниками и сторожами, уже довольно набили руку, приобрели опыт и успешно работают. Но, тем не менее, вот это кадры, специалисты, у нас стоит острая проблема, которую необходимо решить. Но она решается не скоро, потому что, чтобы воспитать архитектора своего, это уйдет не менее 10 лет. За время вашей работы были отреставрированы какие-нибудь объекты? Да, на самом деле. Мы выполняли работы по, значит, ремонту и восстановительных работах по, значит, целому ряду объектов. Вот я перечислю. Это, значит, Лыхненский храм, это храм
в селе Бедия, Мохский храм. Проводятся работы по, значит, храму, ремонтные работы по храму Велори. По храму проводились работы по храму Симона Канонита. Но мы серьезные работы по реставрации не проводили, потому что нашими силами мы можем только устранять какие-то работы, связанные в первую очередь с ремонтом кровли, чтобы в дальнейшем не разрушался объект. А вот конкретно с Лыхнинским храмом что происходит? Ой, там очень сложная ситуация и очень опасная, и гибнут наши, значит, древняя стенная роспись. Из-за того, что, значит, храм дает протечку. Крышу храма отремонтировать нелегко. И уже несколько раз пытались, значит, провести такие, устранить аварийную, значит, проводились аварийные работы, но они коренным образом не улучшают положение. Дело в том, что Лыхнинский храм, как единственный, пожалуй, на Кавказе, который сохранил свою уникальную первозданную крышу. А, значит, этот памятник покрыт древней черепицей. И она на нескольких участках сохранилась. Но, к сожалению, она имеет там трещины, ее нужно спасать. Вадим Викторович, вот сколько надо денег вот сегодня, чтобы отреставрировать Лыхнинский храм? Ой, это сказать очень трудно. Для этого нужно все посчитать, и это сделать должны специалисты, вот опять-таки архитекторы реставрации, которые должны смету. Но, во всяком случае, около 1 000 000 рублей. Бывают у вас совместные работы с другими странами, скажем, с Россией? Да, мы начали совместные исследования археологических объектов с археологами из Москвы. У нас работает большая экспедиция Института археологии Академии наук и экспедиция, значит, Музея восточных культур из Москвы. Там к нам приезжают очень крупные специалисты, и совместно с нашими археологами из, значит, Абхазского института они вот проводят совместные исследования. Это очень большая помощь и подспорье. То есть наши археологи, наши специалисты перестали вариться в собственном соку. Некогда в оградах Ацангуар жили карлики, принадлежавшие племени Ацан. Так утверждается в абхазском фольклоре. Как только попадаешь в альпийские луга, встречаешь Ацангуары, жилища пастухов, от которых до наших времен дошли развалины жилищ и оград. Есть другой вид мегалитических памятников, связанных с культом предков. Это кромлихи. С расцветом монументальной архитектуры на территории Абхазии появляются каменные жилые и культовые сооружения и оборонительные линии. В первом веке нашей эры с мощными каменными стенами на известковом растворе выросли Себастополис и Питиунд. В IV-VI веках появляются огромные крепости-городища Тибелиум, Шабкы, Ахаста, Цахар, Трахия. Первые христианские храмы появляются в Пицунде, Алахадзе, Дранде. Знаменитый Лыхнинский храм является памятником купольного храмового зодчества Абхазии. Выдающимся памятником раннесредневековой храмовой архитектуры стал Моковский собор, построенный в X веке. Первым и наиболее ярким памятником нового архитектурного стиля Абхазского царства является Бедийский собор. В результате междоусобных феодальных войн возникает крупнейшее оборонительное сооружение Кавказа – Киласурская или Великая Абхазская стена. Во второй половине XIX – начале XX столетия на территории Абхазии складывается ряд центров городского типа – Гагра, Гудаута, Сухум, Ачимчира. Ученые пишут, что эта архитектура носит европейский облик с некоторой примесью восточных элементов.
течение этих 10 лет были сделаны какие-нибудь глобальные открытия? Я, так сказать, таких сенсационных и глобальных открытий, как вы говорите, у нас не было, но каждая новые раскопки, новые исследования приносят и вносят в науку новую информацию. Вот это и есть открытие археологические. Мне в Обгосмузее сказали, что те находки, которые были найдены во время раскопок, не поступали в Обгосмузей. Эти ценные находки, куда они исчезают? Вы сейчас затронули очень серьезную, важную и, конечно, интересную для всех проблему. Это проблема хранения исторического наследия. Дело в том, что уже, значит, уже более 10 лет, значит, археологические материалы не поступают в Абхазский государственный музей из-за того, что в музее нет площади, нет места, где их хранить. И поэтому происходит парадоксальная вещь. Археологические, значит, находки, на которые затрачены, если, значит, считать вот за приблизительно 10-20 лет, может быть, уже на миллионы рублей, хранятся в самых различных, значит, местах, вплоть до домах археологов. Много находок хранилось на археологических базах, то есть в временных хранилищах, и в результате войны они все погибли, и мы, значит, наше национальное наследие понесло огромный урон в связи с этим. Сейчас правительство наше рассматривает вопрос о создании республиканского хранилища археологических материалов. Памятников старины много, да? Но вот на каких конкретно объектах вы хотите обратить внимание в ближайшее будущее? Если речь идет о реставрации, то очевидно, первым объектом вот в этом году будет памятник, вот, который перед нами. Это Мохский храм. Здесь мы планировали уже давно, и, может быть, в этом году сможем осуществить проведение остекления. Храм, значит, стоит открытый, окна все, значит, фактически вот, проемы оконных рам нет стекол. И поэтому вот мы в первую очередь сделаем здесь. И кроме того, хотим в этом году решить вопрос о проекте реставрации колокольни. Какую свою работу вы можете назвать предметом своей гордости? Нет, к сожалению, по реставрации объектов еще таких предметов мало, или, может быть, особых нет, чем мы могли гордились. Я повторюсь, я уже говорил, по реставрации объектов мы выполнили только аварийные работы. В основном наше внимание мы уделяли ремонту кровли, чтобы, значит, вот вода не проникала, значит, памятник, не портила фрески. Вот наши красавицы-памятники, наши святыни, сколько еще могут простоять без вашего вмешательства? Это очень серьезный вопрос, и, к сожалению, он имеет на самом деле актуальность в том смысле, что некоторые думают и даже говорят так, даже некоторые руководители, что вот, дескать, стояли 1000 лет памятники, ничего, простоять и еще, то есть до того времени, пока у нас будет возможность их реставрировать по-настоящему. Но это неправильно. Каждый год, каждый раз памятники разрушаются, и от нас уходят бесценные сокровища. Вот насколько ваш коллектив солидарен с вами в вашей работе? Споры бывают, значит, такие научные споры. Одну точку, так сказать, отставить, другую. Но в принципе, значит, это коллектив единомышленников, потому что нас объединяет любовь, значит, вот, к нашей истории и забота о сохранении наследия. В рамках одной передачи невозможно осветить все проблемы, стоящие перед охраной культурного наследия, но мы будем еще и еще раз возвращаться к памятникам старины.